Итак, мы сегодня встретились с Никитой, также он себя называет как Добрыня. Никита, расскажи, вот откуда ты родом? Я родом из Якутии, из Булунского улуса. Родился я, не буду говорить, это личная информация. Ладно, шучу. 98-го года рождения, мне 26 лет, я родом из Якутии, Булунский улус, село Кисюр. Ага. А как давно вообще ты начал узнавать про какие-то вот мистические истории и так далее? А мистикой я начал интересоваться где-то, наверное, с 10 лет. Я еще в школе писал презентации про привидений, про призраков. Вот, потом я забыл про это дело и начал интересоваться, когда мне исполнилось 24-23 года, где-то так. Сейчас я тебе расскажу одну жуткую историю. Это даже не история, это даже, скажем, факт про меня. Ага. Я об этом узнал, наверное, в лет 15. Мне мама об этом рассказывала. Мама мне рассказывала про то, что в 3 или в 4 года я играл с игрушками. То есть, ну как играл с игрушками? Обставил подушки, как домик обставил стенами, да, и начал изображать, что я вот танцую, там, начинаю так покуривать, выпивать. Ну, типа, играл, типа, в жизнь, типа такое, в игру. Вот, и мама такая говорит, странно, говорит, играет в такие игры, говорит, в 4 года. Ну, то есть, как-то там, типа, ну, обычно телевизор так долго не смотрит, говорит, чтобы где-то набраться такого, так сказать, таких картин для игр. Вот. И все, и потом в какой-то момент я начинаю говорить, что типа я горю. И начинаю так делать, типа гореть, и так переползать, начинаю выбегать как-то, и начинаю. И вообще, типа, ну, непонятно, типа. Она говорит, странная игра, конечно. И потом я в конце только сказал, о, все, я умер. Потом мама уже рассказывает где-то на завтрашний день к ним приходит человек и рассказывает про случившееся, что в ночь где-то с 12 по часу горел дом с выпускниками школы. Сгорели все. Причина в нетрезвом состоянии человек уснул с сигаретой. И до пожара охватил весь дом. Никто не смог выбраться. Вот так вот. То есть, получается, примерно в то же самое время. В то же самое время, да, в один. То есть я вот играл в то время, когда их начало вот, когда вот у них начался пожар. Мгм. Вот. И мне сказали, что я вот из сна, вот, то что из сна, не из, то получается из игр, которые я играю, да, вот эти всякие там в машинку, в каких-то там действиях, это уже говорится о том, что что-то происходит рядом, Мгм. то есть именно в этом месте. Потом еще что-нибудь было такое? А, Потом в армии было в караульном дежурстве. Это было в Комсомольске на Амуре, село Хурба вроде, если не забыл. Так вот, там у нас, получается, был караульный городок из трех этих участков. Первый, второй, третий. Ну, сам военный объект. Ничего интересного. Что там хранят? Что-то военное. Мгм. Вот. И там был второй участок. И второй участок, его, кстати, все старослужащие сильно боялись. Никто, говорит, понять не мог, почему боялись. И я-то спрашивал всех, а что там на второй зоне видели? Он такой, все говорят, да там, говорит, страшно, говорит. Там кажется, как будто кто-то ходит, как будто кто-то это расхаживается. Ну, даже, говорит, один дежурный ходил и видел какого-то человека, к нему ходил на вышку. И говорит, типа, стой, кто там, стой, кто идет, стрелять буду. Он, говорит, хотел стрелять, говорит, повернулся вот так, говорит, смотрит, а никого нету. Так вот, на второй зоне я был, я тебе скажу вот сам лично, с чем я сталкивался. У нас тогда в тот день был, получается, учебная тревога. Это когда уже люди готовились к такому мероприятию, как там Восток. Это, получается, все части сбегают, короче, в одну дислокацию проводят там масштабные вот эти учения показательные. И меня поставили на вторую зону.
А я-то сам не хотел ее туда идти. Мне всегда либо на первую, либо на третью, более спокойно. И самое жуткое это вторая. И и стою на вышке караульной, думаю, сейчас думаю, посплю. Типа вот так углу уперся, бронежилетом вот так подпер. И вот так, короче, еще сплю. Вот. Сплю. Начинаю уже как бы засыпать, точнее. И глаза резко открываю, потому что слышу, кто-то идет. Ну, вот этот шелест. Шелест. Думаю, может, мышка? Потом слышу, как кто-то на стойку поднимается, на вышку. Тух, 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 тух. Я думал, старший сержант козел идет проверять меня. Я думаю, хорошо, все, я только убираю, вот так, короче, вот так глаза протираю, начинаю вот так готовиться, все, встречать его, потому что если заметит, что я спал, мне будет очень плохо. И все, я стою вот так с автоматом, такой вид сделал, типа, вот надо типа я гляжу, не сплю. Минут 10 прошло, потом еще 5, потом еще пару. Думаю, странно, а что не заходит, да? Вроде же звуки же были. Вот, открываю люк, что-то там увидел кого-то. Открываю люк, смотрю, никого. Думал, странно, вроде же кто-то поднимался. Ладно, закрыл, подождал. Потом позвонил дежурке, кто за камерами. Я говорю, алло, типа там, такая-то вышка. Посмотри, пожалуйста, говорю. Он говорит, а зачем смотреть? Ну, говорю, посмотри. А он говорит, смотрит. Он говорит, ничего не видно, говорит, никто не был. Типа, ну, пусто. Я говорю, странно, говорю, а что странно? Ну, слышал, кто-то поднимался. Ну, ладно, хорошо. Потом все, и странности на этом не закончились, они только начались. Мне начинают кто-то звонить. Беру. Ну, то есть, ну, дежурка же, только один телефон, только от дежурки. Алло, молчок. Второй, алло, молчок. Хорошо. Третий взял. Ну, как бы ничего не слышно. Прям ничего не слышно. Думаю, держу трубку, думал, услышу что-нибудь. И что я услышал, это дыхание просто. Какое-то. И думал, блядь, думаю, побыстрее бы 2 часа прошло бы. И все, и потом опять наблюдаю. Такой звук характерный, кто-то поднимается. Думал, давай-ка я сейчас открою. Открываю, а у меня чуть челюсть не отваливается. Никого и нереально и нет. Я закрываю, дежурке звоню. Я говорю, через 15 минут, говорю, разбудите этих, говорю, караульных, чтобы меня поменяли. Короче, они взяли меня, поменяли, все, я ушел, начал спать. Мне потом кошмары долго снились. Потом мне рассказывали, после нашей смены, у нас там старший лейтенант был, и он рассказывал, как трубопроводный как его, вот, болотце, да, трубопровод такой большой, да, такая труба. И оттуда дым пошел странный. И он как-то вот так хаотичным движением так ушел через лес. Прямо во второй зоне вот это было. И потом рассказывали, там много таких случаев было. Сержант там один рассказывал, что там постоянно стреляли в кого-то неизвестного. Вот брат старший тоже рассказывал. Караулка у них была такая проклятая. Там постоянно люди приходили с самоубийством. Ну, счета с жизнью сводили. Ну, то есть, типа, и один чувак, потом после этих случаев установили звукозаписывающее устройство, и они услышали одно. Только одно. Это получается, стой, потом стой, стрелять буду, потом тишина, и через 3 минуты мама, прости, и выстрел. И все. И следственный комитет приезжал и разбирался. Никто даже понять не мог, почему он застрелился в караулке. Ну, вообще интересная история, да? Расскажи, как ты начал заниматься блогерством? Блогерством заниматься я начал сначала... Блогерством я начал заниматься после проекта «Фазмофобия». Это был такой проект на одном канале моего друга, где мы с ним познакомились. Этот проект «Фазмофобия» родилась в Шуваловском парке, метро Парнас, дача Месмахера. И спустя вот этот проект, что мы там прошли, мне очень сильно понравилось. Не только охотиться, но и узнавать этот тонкий мир. Потому что мне очень интересно стало, откуда, как и зачем
Откуда это вообще происходит, да, вот интересно же вот этот мир узнавать. Вот. И блог у меня сначала начинался со спортивной тематики. Вот. Я начинал снимать спортивную тематику, она у меня не заходила, потому что было видно, что ну, не под меня это все. То есть, ну, не под меня это вести блог по спортивной тематике. И я как-то перешел на паранормальный контент. То есть я начал снимать это. Вот первое видео у меня, получается, было. Вообще это я его не выпускал. Это было на Шуваловском парке тоже, но называется это Шуваловское кладбище. Я там снимал этот контент. В одного. Первый опыт был в одного на кладбище. Это я ходил с устройством ЭГФ и МП. Все. Я снимал это, и было невомерно страшно. Но самый кайф был это, тот, знаешь, тебе страшно, ты не можешь, думаешь, что не можешь идти, но ты идешь вперед. Ты идешь вперед и снимаешь это, и записываешь. И вот это мне вот понравилось, вот этот, как его, захватывающий дух и интерес проявляться. То есть, типа, они реально с тобой разговаривают по этому прибору, ты эти ответы слышишь, они ну, отвечают на твои вопросы, и, соответственно, ты, типа, тебе дальше интересно узнать, что и зачем и как. Вот. И на паранормальный контент я переключился, может быть, год, наверное, как прошел, вот на моем канале. Вот. Канал у меня назывался раньше Iron, типа железный, потом это спортивный, потом начинался просто, ну, назвал Добрыня, потому что меня так называли с этого, с фазмофобии, типа, ну, Добрыня, Добрыня. А потом я недавно его переименовал как Добрыня Паранормал, типа, Добрыня Паранормальная. Ну и все. Вот так и начал заниматься. Как начал заниматься, так и ушел в это дело. Сейчас уже и пишу и страшные истории, и контент про сеанс ЭГФ записываю. Ну и, в принципе, вот ты поучаствовал в одной из этих видеороликов, который скоро, кстати, выйдет. Трейлер, а после трейлера выйдет уже видео. Но это буквально, наверное, займет 2-3 недели, потому что обрабатывать сеансы ЭГФ или там другие эксперименты намного труднее, нежели просто интервью записывать. Как-то так. Мне надо еще раз прыгнуть. Ага. То есть, если это будет ребенок даже, да, вот ниже меня, да,